Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Северо-Восточном федеральном университете продолжается приемная кампания. Об особенностях обучения на геолого-разведочном факультете, о специальностях, предприятиях, куда охотно принимают выпускников. Мы сегодня поговорим с деканом геолого-разведочного факультета Максимом Третьяковым. Максим Феликсович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, как идет приемная кампания у вас на факультете? Да, ну надо сказать, что геолого-разведочный факультет Северо-Восточного федерального университета — это у нас единственное место на территории нашей республики Саха-Якутия, где значит, абитуриенты могут получить высшее геологическое образование. Вот. Подготовка инженеров на ГРФ у нас ведется по 4 основным образовательным программам. Это высшего образования, это прикладная геология, технология геологической разведки, нефтегазовое дело и нефтегазовые техника и технологии. Ну, в этом году мы абитуриентов набираем на 134 бюджетных места по этим программам и 10 на заочное отделение. Ну и так минимум прогнозируем хотя бы 15 мест на коммерческое. Ну их, конечно, может быть больше. Ну и в этом году, вот, несмотря на то, что подано достаточно много заявлений, да, на геолого-разведочный факультет, тем не менее, пока мы видим вот уже к концу приемной кампании отсутствие оригиналов документов. То есть ребята не торопятся нести оригиналы документов именно по своему первому приоритету. Хотя если посмотреть, да, вот в системе приоритетов, которая выстраивается, уже где-то около 130 заявлений по первому приоритету на геолого-разведочный факультет подано, но это может, во-первых, измениться, да, ситуация, а во-вторых, оригиналы вот все же ребята не несут. И поэтому складывается немножко, угроза такого небольшого недобора. Вот, и это вообще, такой диссонанс образуется, да, между потребностью отрасли, да, геолого-разведочной, горнодобывающей в специалистах и интересом абитуриентов. Вот. Конечно, есть еще перекос немножко в сторону нефтегазовых направлений, как наиболее популярных. И хотя на самом деле инженеры-геологи, геофизики, гидрогеологи, буровики, они востребованы ничуть не меньше, а даже может быть и больше, чем выпускники нефтегазового направления. Ну вот поэтому я сегодня у вас в студии. Ну вот, насколько мне известно, по-моему, гидрогеологию у нас в республике не обучают. Нет, обучают. Обучают? Как раз мы обучаем. Это магистратура уже? Нет, это у нас специалитет. 5 лет. Ага. Да. Хорошо, давайте тогда поговорим о том, почему же ребята не несут оригиналы. Это значит, что конкурирует наш университет с другими вузами, где есть факультет, связанный с геологоразведкой? Ну, в целом, нет, это скорее связано пока с неторопливостью, да, то есть так поставлена система, что вот оригиналы можно нести практически до последнего момента, да, и многие откладывают, видимо. Но вообще надо сказать, что, например, среди, конечно, определенная конкуренция есть. Тут, как говорится, не может возникнуть никаких вопросов, да, с центральными вузами. Вот. Но надо сказать, что среди вузов Дальневосточного федерального округа у нас достаточно широкий спектр геологических специальностей мы даем. Вот, и в этом смысле, мы одни из передовых, наверное. Давайте тогда дальше завлекать абитуриентов. Какие перспективы карьерного роста открываются перед студентами, потом уже выпускниками? Да, конечно, для, так скажем, развития общества, да, и социальных сфер общества, конечно, население должно работать в самых капиталоемких, да, это горно-геологической, горнодобывающей, нефтегазовой отраслях, да, промышленности, и вообще в промышленности республики, и увеличение занятости населения в промышленности республики Саха-Якутия, и разворот экономики на восток, да, это все показывает перспективность наших профессий. И, конечно, по разным прогнозам, да, вот в Дальневосточном федеральном округе и, по прогнозам потребностей экономики республики Саха-Якутия, да, общая потребность в специалистах с высшим и средним геологическим образованием у нас ожидается, до 2030 года у нас ожидается порядка 6-8 тысяч специалистов. Ого! Да, вот. Для сравнения, да, можно сказать, что за 68 лет, да, геологического образования наш факультет подготовил уже более 3800 специалистов, инженеров-специалистов с высшим профессиональным геологическим образованием. Вот, наши выпускники, конечно, 100% трудоустраиваются, получают достойную зарплату и востребованы во всех ведущих
геологоразведочных, горнодобывающих, нефтегазовых компаниях, которые работают на территории республики нашей Саха-Якутия. И вообще сильно работающих на северо-востоке страны. Это такие компании, как акционерная, конечно, компания «Алроса», да, ее дочерние предприятия, АО «Алмазы Анабара», Вилюйская геологоразведочная экспедиция. Конечно, это АО «Полиметалл». Вот. Потом госкорпорация «Росгеология», да, и ее дочерние компании «Якутсгеология», «Якутсгеофизика». Значит, конечно же, это ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ЕТЭК, Сахатранснефтегаз. Ну, в общем, во всех компаниях наши выпускники работают. Вот. Кроме всего прочего, они работают в том числе и в Министерстве промышленности и геологии нашей республики, и могут идти работать, заниматься научной деятельностью в институтах Сибирского отделения Российской академии наук, это как Институт Алмазы, Институт Алмазы и благородных металлов, да, в котором уже более 70% геологии алмаза и благородных металлов, где уже около 70%, наверное, даже больше наших выпускников работает. Это также Институт мерзлотоведения наш уникальный, Институт проблем нефти и газа. И также ребята могут продолжить свое обучение, в принципе, в любом центральном вузе, в аспирантуре или магистратуре, например. Продолжаем. Ну и есть еще вот у нас интересный пример такой вот целевой подготовки, да, совместно, ну ее так можно назвать, да, совместно с компанией «Полиметалл», когда компания, значит, после 3-го курса проводит обучение наших студентов работе в горно-геологической информационной системе DataMine. После этого отбирает лучших студентов, да, освоивших эту программу, себе на производственные практики, и с прицелом, конечно, на дальнейшее трудоустройство. Вот. Я, конечно, компании призываю вот к такой форме сотрудничества и, конечно, к целевой подготовке, да, студентов под себя. Ну, конечно, потому что потом ребята пойдут сразу после получения диплома на работу. Это для них тоже большой плюс. Да, конечно. А вот если говорить о геологическом образовании, тут, наверное, больше в сторону... обычно же делят гуманитарии и технари. Вот. Чем же геологическое образование отличается от инженерного? Да, вообще геологическое образование, оно тоже инженерное, конечно. Вот, но оно именно от остальных инженерных специальностей, да, вот как у строителей, там, да, например, автодорожников, оно все же отличается тем, что мы работаем непосредственно с природными объектами, да, и природными явлениями и процессами. Вот, и на природе работаем, да. Потому что остальные инженерные специальности так иначе имеют приложение, к социальной сфере, да, к инфраструктуре социальной, там, городов, дорог и так далее, да. Вот. Вообще геология, конечно, это обширная область знаний, вот, которая изучает горные породы, минералы, геологические процессы и явления, да, которые формировали облик Земли. Да, и, конечно, изучает закономерности размещения полезных ископаемых в Земле, да, и месторождений полезных ископаемых. Вот. И по этим законам, конечно, Земля формировалась на протяжении миллиардов лет, да, и вот понимание этих закономерностей, конечно, зависит будущее благополучие вообще человечества в принципе. И вот только на нашем факультете геологоразведочном, да, ребята могут получить такие знания. Вот. Также я хочу особо подчеркнуть, что инженеры-геологи, да, и в целом, в принципе, инженерные специальности, они, конечно, всегда будут востребованы, да, на рынке труда. Вот. И особенно рост такого спроса, да, на инженеров-геологов, мы его уже прогнозируем, видим, да, то есть он сейчас уже есть, поскольку вслед за ростом населения, конечно, увеличатся потребности в минеральном сырье. Да, собственно, и тем более сейчас, в тех условиях, да, в которых оказалась наша страна, наша Родина, да, мы должны полностью обеспечивать себя стратегическими видами минерального сырья. Вот, поэтому обнаружение, да, новых открытий, новых месторождений для восполнения минерально-сырьевой базы, да, это и было, и всегда будет главнейшей задачей для геологов как Республики Саха-Якутия, да, нашей, вот, так и вообще геологов всей Российской Федерации в целом.
Вот. Ну и уже сейчас, да, многие крупные добывающие компании, вот такие как акционерная компания «Алроса», в разы увеличивают объем геологоразведочных работ и, конечно, нуждаются в квалифицированных кадрах, да, то есть наших выпускниках. Самый, наверное, интересный момент обучения на геолого-разведочном факультете — это все-таки практика, которую ребята проходят летом. Давайте немножечко о ней. Да, здесь, конечно, у нас практики проводятся совершенно потрясающих, так скажем, местах, да, по красоте природы, в том числе и по геологическому строению, да, особенностям геологического строения. Вот это такая практика, как на Тампонском геологосъемочном полигоне, где вот ребята и сейчас находятся на практике в данный момент. И надо сказать, что вот в этом году, конечно, вот в рамках празднования, да, столетия золотодобывающей промышленности Якутии нам компания «Полиметалл» сделала такой, можно сказать, подарок, да, и компанией была организована совершенно потрясающая экскурсия на 4-е по величине месторождение золота России, да, на Нежданинском месторождении, где работает компания. И нас прямо со студентами компания забрала прямо с полигона, который находится в 600 километрах, да, от Якутска, еще отвезла на 150 километров, чуть-чуть в другую сторону, да, и показала, собственно, свою работу. То есть у нас ребята посмотрели, как работает обогатительная фабрика, как работает карьер. В общем, посмотрели очень много всего интересного, но это была просто уникальная возможность познакомиться с деятельностью компании. Вот. Кстати говоря, надо отметить, что в настоящее время спрос на студентов-практикантов у нас стал значительно больше даже, чем количество обучающихся на факультете студентов. Вот. И поэтому мы подумываем даже об организации курсов рабочих на геологических работах, да, для широких масс населения, чтобы вот в летнее время как раз удовлетворять вот этот спрос, да, в самое горячее летнее время для геологоразведочных работ, и чтобы у населения была возможность в том числе и зарабатывать, да, и работать на геологоразведочных работах. Конечно, у нас много внимания уделяется обучению студентов и современным технологиям, да, применяемым в горно-геологической области. Вот. У нас 4 класса открыты, оснащенные всем необходимым программным обеспечением, как иностранным, например, это горно-геологические информационные системы, там Micromine, DataMine, так и отечественный РЕН Геосим, например, Роснефть нам предоставила, ГИС Интегра, и открываются цифровые лаборатории, это виртуальная нефтебаза, вот Саханефтегазбытом, цифровое месторождение с ЕТЭКом, с Газпромом, виртуальные тренажеры, кстати говоря, VR-тренажеры. И, значит, с компанией «Полиметалл» для геофизиков компьютерный класс открыт, значит, в общем, этому уделяется очень пристальное внимание. Еще вот чуть не забыл, самое важное, да, это у наших студентов есть еще возможность, помимо получения диплома инженера-геолога, еще получить диплом специалиста в IT-отрасли. Например, программиста на языке Python, на котором написаны практически все горно-геологические информационные системы. То есть у ребят есть возможность получить 2 диплома высшего образования и стать уникальным специалистом на стыке геологии и IT-сферы. Вот это тоже очень важно. Это звучит как профессия будущего. Да. Максим Феликсович, я благодарю, что вы нашли для нас время. И я думаю, что ребята, которые сейчас думают, куда же отнести оригинал документов, обязательно побегут именно в наш Северо-Восточный федеральный университет. Очень надеюсь на это. Спасибо, что пришли. Да, спасибо большое, да. Предлагаю, да, сейчас вот год семьи у нас в стране, да, объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И вот как раз предлагаю абитуриентам влиться в нашу дружную геологическую семью профессионалов. Спасибо за внимание. Я думаю, обязательно вольются. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.